Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Между родиной и домом. 6 марта президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в США. На нее был переведен из России Эсен Айдагдыев. Дипломат с большим стажем и до сих пор незамеченный в крупных скандалах, Айдагдыев является одним из сильных звеньев туркменской дипломатии, но и у этого сильного звена, как оказалось, имеются слабые места. Так, 22 года назад, работая советником при постоянном представительстве Туркменистана в ООН в Нью-Йорке, Айдагдыев купил в США квартиру и, будучи официально женатым, он оформил ее не с женой, а вместе с совсем другой женщиной. 68-метровая квартира Айдагдыева не идет ни в какое сравнение с приобретениями его предшественника Мирета Аразова, прослужившего послом в США более 25 лет. Тот оптом скупал недвижимость в самых разных городах страны, включая большой земельный участок непонятного назначения близ канадской границы. Кроме того, известно, что Аразов не просто инвестировал в недвижимость, но и сдавал ее в аренду, в том числе сотрудникам своего же ведомства. Но, впрочем, вернемся к Айдагдыеву. Итак, 26 августа 2004 года Эсен Айдагдыев приобрел квартиру в одном из самых дорогих пригородов Нью-Йорка, районе Форт-Ли, штата Нью-Джерси, за $242 500 под банковский залог на половину стоимости. На тот момент он уже почти 7 лет работал советником Аксалтан Атаевой, постоянного представителя Туркменистана при ООН в Нью-Йорке. Форт-Ли считается престижным районом. Он расположен буквально в нескольких минутах езды до Манхэттена, делового центра Нью-Йорка. Кроме того, здесь множество хороших школ, активная культурная жизнь, низкий уровень преступности. В общем, это практически идеальное место для семейного проживания. Впрочем, свою семью Айдагдыев туда не перевез. В списках аккредитованных дипломатов и членов их семей, которые регулярно обновляет и публикует секретариат ООН, его законной женой числилась Нургазель Айдагдыева. У четы был маленький ребенок, и жили они в нью-йоркской квартире, арендованной за счет государства. Однако помимо официальной, у Эсена Айдагдыева была и другая семья. Согласно кадастровым документам, имеющимся в распоряжении Туркмен Ньюс и Гундагар Медиа, квартиру в Форт-Ли, расположенной по адресу Линвуд Эвеню 2350. Юнит 5А, он купил совместно с женщиной по имени Анжелика Клочкова, причем с возможностью наследования по праву пережившего владельца. То есть, если с одним что-нибудь случится, то второй автоматически становится единоличным хозяином. О том, что Клочкова была именно женой, а не просто подругой или компаньоном Айдагдыева, говорит и тот факт, что через 9 месяцев после приобретения совместной квартиры 6 июня 2005 года у них родился сын Азим. Хотя в туркменском обществе не считается большим грехом иметь более одной жены, Уголовный кодекс Туркменистана все же трактует вопрос однозначно: многоженство запрещено. За сожительство с двумя или несколькими женщинами при совместном ведении общего хозяйства закон предусматривает наказание вплоть до исправительных работ сроком на 2 года. Если Эсен Айдагдыев, купив с Клочковой совместную квартиру, сохранил отношения с законной женой и жил на 2 семьи, то он совершил уголовное преступление. Кроме того, он допустил действия, способные привести к отрицательным последствиям при дальнейшем выполнении им служебных полномочий. Так гласит статья 13 Закона Туркменистана о дипломатической службе. Впрочем, неоднозначный семейный статус на карьеру Айдагдыева никак не повлиял, а наоборот, вскоре он получил повышение. 13 января 2006 года ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла с назначением на должность посла Туркменистана в Австрии. Благосклонность, которую тогдашний президент Туркменистана Сапар Мурат Ниязов проявлял к Эсену Айдагдыеву, можно было объяснить привилегированным положением его отца, Мухаммеда Айдагдыева, являвшегося директором Института истории при Кабинете министров Туркменистана, профессором, доктором исторических наук, вице-президентом гуманитарной ассоциации Туркмен мира. Пришедший на смену Ниязову, Гурбангулы Бердымухамедов сохранил за Айдагдыевым должность посла в Австрии. А когда в 2011 году открылось посольство Туркменистана в Швейцарии, Айдагдыева перевели туда не только послом, но и представителем при отделении ООН в Женеве. Тут же выяснилось, что он входит в круг особо доверенных лиц, ведь советником к нему Бердымухамедов отправил своего сына Сердара,
дабы тот набирался дипломатического опыта и проходил обучение в Женевском центре политики безопасности. К этому времени Айдагдыев уже развелся с Нургазель и официально оформил отношения с Анжеликой Клочковой. Об этом свидетельствуют списки дипломатов, опубликованные теперь уже Женевским секретариатом ООН. В тех же списках фигурировал и Сердар Бердымухамедов с супругой Агулгерек. О новой семье Эсена Айдагдыева известно мало что. Анжелики Клочковой в социальных сетях нет, по крайней мере под ее настоящим именем. Об Азиме известны некоторые подробности его учебы. Так, в ноябре 2014 года он учился в 3 классе совместной туркмено-российской школы имени Пушкина. В то время его отец вернулся из Женевы в Ашхабад, чтобы возглавить недавно открывшийся Международный университет гуманитарных наук и развития. А с 23 года Азим уже студент частного университета Model University Вьена в столице Австрии. Причины, по которым Эсен Айдагдыев был отозван с дипломатической службы и назначен ректором Международного университета, официально не разглашались. Почему-то другой кандидатуры на этот пост не нашлось. Исходя из биографии Айдагдыева, он после окончания в 1992 году учебы в Туркменском государственном университете служил в Министерстве иностранных дел и опыта академической или административной деятельности не имел. Не случайно созданный как первый в стране международный университет с западной системой образования при ректоре Айдагдыеве быстро превратился в самый обычный туркменский вуз, где в студентах ценится не способность мыслить критически, а лояльность и исполнительность, активное участие в мероприятиях и бдительность в отношении однокурсников. Конечно, это не только и не столько его личная вина, просто вуз не смог бы существовать вне сложившейся порочной системы. И если первое время новому университету было позволено немного больше, чем другим, эти ростки либерализма были очень скоро скошены под корень ретроградами из охранки. Находясь в Ашхабаде, Айдагдыев решил воспользоваться ситуацией и в октябре 2019 года получил ученую степень кандидата исторических наук. Согласно действующему в Туркменистане положению о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, сделать это в своем университете, будучи ректором, он не мог. Информация же о том, к какому конкретно учебному заведению он был прикреплен как соискатель, а также тема его работы не публиковались. Известно только, что его диссертация, в которой он систематизировал свой многолетний опыт дипломатической службы, была посвящена международным отношениям. Об этом Айдагдыев сам рассказывал на церемонии вручения кандидатского диплома. А через несколько лет ему была присуждена и ученая степень доктора исторических наук. Для этого нужно было в течение нескольких лет вести серьезную научную работу, преподавать, публиковать статьи, монографии, наконец подготовить докторскую диссертацию и публично защитить ее перед Высшей аттестационной комиссией Туркменистана. Вероятно, Айдагдыев все это сделал, однако никаких следов его выдающейся научной деятельности журналистам обнаружить не удалось. Ректорство Эсена Мухамедовича длилось 9 лет, пока в ноябре 23 года его бывший подчиненный, а ныне президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, не вернул Айдагдыева на дипломатическую стезю и не назначил послом в Россию. По совместительству Айдагдыев был назначен послом в Болгарию, Сербию и Словению. На этих должностях он проработал вплоть до марта нынешнего года, после чего был переведен за океан. Тут неожиданно получила развитие история с квартирой в Форт Ли. 25 июля 2025 года, за 8 месяцев до получения должности посла в США, Айдагдыев переписал свою долю во владении квартирой на сына Азима, оформив фиктивную продажу за символические $10. Знал ли будущий посол о грядущем назначении и заметал следы, помня о скандале, в который угодил его предприимчивый предшественник Аразов, или руководствовался иными мотивами? Неизвестно, зато известно, что помимо квартиры из середины 2000-х за ним тянется и другой след. Имеются все основания полагать, что Азим Эсенович Айдагдыев родился не где-нибудь, а конкретно в США. Ведь не для того его родители обзавелись квартирой под Нью-Йорком, чтобы его мать в свои 36 лет летела рожать на другой конец земли, в Ашхабад. В Конституции США закреплено так называемое право почвы. Детям, рожденным на территории этой страны, автоматически гарантировано американское гражданство. Помехой мог стать дипломатический статус отца. В подобном случае на ребенка не распространяется юрисдикция США и гражданство ему не предоставляется, но это не тот случай. Эсен Айдагдыев и Анжелика Клочкова на момент рождения сына не состояли в браке.
посольство США в Туркменистане отказалось подтвердить или опровергнуть журналистам информацию о наличии у Азима Айдагдыева и Анжелики Клочковой гражданства США. 20 марта редактор Turkmen News Руслан Мятиев дозвонился до Эсена Айдагдыева, чтобы задать ему несколько вопросов. Алло. Алло, здравствуйте, Эсен Мухамедович. Здравствуй, Руслан. Как у вас дела? Нормально, спасибо. Поздравляю вас с назначением в Штаты. Спасибо большое. Эсен Мухамедович, пару вопросов хотел бы задать, не против? А кто это? Руслан Мятиев, Turkmen News. Я думал, с работы. Бросил трубку. Дипломат в это время еще находился в России. Поначалу он не понял, кто именно ему звонит, но когда редактор представился Айдагдыев, спешно бросил трубку. Тогда вопросы были направлены ему в письменной форме. Посол их прочел, но оставил без ответа. С российским гражданством членов семьи Эсена Айдагдыева ситуация гораздо проще. Оно точно имеется у Анжелики. По информации журналистов, гражданкой Российской Федерации, она стала еще в 2001 году. Документы были оформлены, по всей видимости, в консульском загранучреждении российского МИДа в Ашхабаде. При этом Конституция Туркменистана не признает за гражданином страны гражданство другого государства, а наличие второго паспорта у супруги высокопоставленного туркменского дипломата должно вдвойне насторожить власти страны. Согласно закону Туркменистана о дипломатической службе, послы и постоянные представители при международных организациях назначаются на должность и освобождаются от нее президентом по представлению министра иностранных дел. Последние 25 лет туркменский МИД возглавляет Рашид Мередов, заставший на этом посту всех трех президентов независимого Туркменистана. Его опыт несомненен. Однако подбор людей, которые представляют страну за рубежом, вызывает вопросы. Так, за последние годы как минимум 3 высокопоставленных туркменских дипломата оказались в центре различных скандалов. Бердымурат Реджепов, бывший посол Туркменистана в России, а ныне представитель страны в Германии, в 2020 году вложил несколько миллионов долларов в сомнительный бизнес российской светской львицы Марины Мининой. Судя по тону слитой в сеть записи их телефонного разговора, у Реджепова и Мининой, возможно, были еще и романтические отношения. В мае 2021 года французские СМИ сообщили, что супруга и дочь посла Туркменистана Шохрата Джумаева пожаловались в полицию на домашнее насилие. Вскоре посольство эту информацию опровергло, однако уже в августе Джумаев был уволен. Его жена и дочь, по данным Turkmen News, запросили во Франции политическое убежище. Наконец, мы уже упоминали бывшего посла Туркменистана в США Мерета Аразова, который за четверть века работы в Америке обзавелся там недвижимостью, несопоставимой с уровнем его дохода. Более того, закон о дипломатической службе предполагает ротацию дипломатов каждые 3 года, чтобы они не обрастали в государстве пребывания слишком тесными связями, не пускали там корни и не забывали, какой стране служат. Но Аразов прослужил в США более 25 лет, а сообщений о его возвращении на родину пока не поступало. В последние годы Туркменистан покидают практически все, у кого появляется такая возможность. Люди оформляют туристические визы и остаются за границей нелегально, добиваются статуса переселенца или получают вид на жительство, становясь частью нового общества. Некоторые даже отправляются на войну, рискуя жизнью ради получения гражданства другой страны. Речь идет не только о людях без особых перспектив в жизни, но и в том числе о тех, кто имеет стабильную работу, включая военных и дипломатов. И даже такие тяжеловесы, как послы Аксалтан Атаева, Бердымурат Реджепов, Мерет Аразов и Эсен Айдагдыев. Десятилетиями рассказывающие миру о том, как хорош Туркменистан, стремятся устроить свою жизнь и будущее своих детей от Туркменистана подальше. И делают они это осознанно, понимая, что будущее страны, которую они представляют, остается, мягко говоря, неопределенным. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.